Спасибо, братья таджики, спасибо огромное. В Чечне многие знают это тоже и говорят, Залимхан, там таджики вот так полюбили, в Грозном все обсуждают это. В Чечне все видели, как таджики столько спасибо говорят. Альхамдулилlah. Баракаллаху фикум, братья. Вот, скажу честно, многим мы людям, да, помогали разных национальностей, но как таджики, спасибо никто не сказал. Вот, начал помогать этому брату с Таджикистана, настолько благодарный народ, таджики, я не ожидал. Спасибо вам, братья, огромное, баракаллаху фикум вам. Я очень рад, что вы такой добрый, отзывчивый народ. Клянусь Аллахом, сколько я помогал, как таджики, спасибо никто не сказал. Я не ради спасибо это делал. Я имею в виду, столько людей спасибо сказали. Я в шоке. Маша Аллах, альхамдулиллах. Спасибо огромное, я очень рад. Они прям раскинули везде эту новость, показывали, везде репосты, 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 репосты. Подписываются, спасибо. Представляете, 300-400 сообщений в директ, да, спасибо, баркалла, спасибо, спасибо говорят. Понимаете? Я никогда столько спасибо не видел. Я просто очень много людям помогал без камеры, да, имеется, без видео, без ничего. А вот когда я на видео начал помогать, и вот как таджики, я удивлен. Огромное спасибо вам. Это о многом говорит о народе. Это о том, что эти люди простые, и они ценят то, что для них делают. Понимаете? Спасибо огромное. Спасибо большое Таджикистану за таких добрых, хороших людей. Я очень польщен, очень рад. И я ничего сверхъестественного не сделал. Я ничего такого не сделал. Вы то же самое сделали бы у себя в Таджикистане. Понимаете? Вы бы тоже помогли бы в Таджикистане. Это Россия. Мы здесь, нам легче, поэтому мы помогаем. Вы бы тоже помогли бы. Понимаете? Вы бы тоже помогли бы. Спасибо, что дуа делает. Альхамдулиллах. Спасибо огромное вам. Тебе надо клонировать. Мне одна девушка написала, я выставлял. Маша Аллах. Спасибо таджикскому народу, спасибо таджикским братьям, что оценили наше маленькое дело. Это очень маленькое дело. Нам с Умаром не трудно было встать и поехать и сказать, мы рядом, не бойтесь, мы поможем. Но это сделали вот таким делом. И все говорят, спасибо, спасибо, спасибо. А вам говорю я, спасибо, братья таджики. Ни на секунду я не пожалел, что я встал и поехал. Если я знал бы, что вот такой огромный баракат будет, я бы пешком туда побежал бы, верите? Чтобы ему помочь. Я пешком побежал бы туда, чтобы этому таджику помочь. Если я знал бы, что такой баракат будет. Огромное вам спасибо, еще раз вам говорю. Огромное спасибо. Я сделал то же самое, что сделали бы вы. Альхамдулиллах. Баракаллаху фикум вам. Я очень сильно сожалею, что ваш президент не ценит такой трудолюбивый и хороший народ. Я бы хотел, чтобы Имам-Али Рахмонов задумался о том, какой у него хороший и трудолюбивый народ. Такой народ надо на себе носить. Такой народ надо на себе носить. Вот Имам-Али Рахмонов, он зря свой народ вот так, как тебе сказать, почему вот он бросает, да, вот так получается. Такой народ он должен на руках носить. И его бы народ на руках носил бы тоже. Понимаете? Очень жалко, что президент уделяет очень мало времени такому достойному и хорошему народу. Альхамдулиллах. Очень сильно сожалею. Ему надо задуматься о том, почему сегодня в России его народу говорят спасибо. Почему сегодня в России другие нации помогают его народу? Сегодня он и его правительство, и его посольство должны быть рядом, как
как защита. И сказать, если этот Акбар был виноват, накажите его. Но если Акбар не виноват, то накажите того, кто его оскорбил и сделал ему увечья. Вот что надо делать, понимаете? Поэтому пускай ваш президент задумается немного. Это жизнь короткая. Если он думает, что это всегда будет, нет. За ним тоже придет ангел смерти, Азраиль. За ним тоже придет ангел, понимаете? За любым придет. Какой бы ты ни был бы главный царь, кто бы ты ни был, президент, Аллах всех заберет. Инна лиляхи ва инна илейхи раджиун. Поэтому, пока не поздно, пускай они одумаются. Вот это дело показало отношение президента к своему народу. Очень жалко, что сегодня он бросил свой народ вот так на произвол. Если бы он контролировал бы это посольство бы, очень быстро сделал бы, хорошее движение, да, приехал бы, сказал бы, почему случилось вот так. Это наш гражданин, что у него, документы не в порядке, он пьяный был, наркоман был, что был, сказал бы. Понимаете? И поэтому они видят, что их посольство тоже наплевало, поэтому другие тоже наплевали. Это так нельзя делать. Поэтому, может быть, он неплохой человек, может быть, у него что-то не получается, но о своем народе надо думать. Очень сильно надо думать. Народ – это его опора. Этот народ сегодня кормит и Таджикистан, и президента кормит, и других людей кормит. Альхамдулиллах. Я очень сожалею. Дай Аллах, чтобы у вашего народа появился такой человек, который будет вас любить больше, чем своих детей. Амин. Пускай у вас будет такой президент, который будет любить свой народ больше, чем своих детей. Амин. Вот так, ребят. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Увидимся. Еще раз огромное спасибо вам за ваши добрые слова. Я очень сильно горжусь тем, что вы желаете мне